Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара, и я его ведущая Нала Кови. Сегодня в программе. Президент Абхазии Аслан Джаня принял делегацию, участвовавшую в мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны в Турции. Новая рубрика Министерства обороны, где ветераны и военнослужащие говорят о важности армейской службы для каждого мужчины и гражданина. Цитаты произведения. Имена персонажей Фазиля Искандера звучали в Национальной библиотеке имени Папаскир. Президент Абхазии Аслан Джаня принял делегацию, участвовавшую по его поручению в мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны в Турции. Во встрече участвовал глава администрации президента Беслом Кварча. Председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харази, возглавлявший делегацию из Абхазии, рассказал президенту о прошедшей рабочей поездке. «Мы обсуждали вопросы взаимодействия наших соотечественников со своей исторической родиной», сказал Харази. Члены делегации, представитель Общественной палаты Давид Пиля, заместитель главы администрации Гудаутского района Валерий Авизба, председатель Чумчирского районного отделения политической партии «Единая Абхазия» Вахтанг Варасхеля. Президент назвал приоритетным направлением вопрос взаимодействия с диаспорой и отметил, что необходимо придать импульс к развитию связи Абхазии с ее соотечественниками, проживающими за рубежом. تاريخ استروى ويجوينا مرخرة وزوموس يعلز أخحب خا عمي وحرق فلروب ياشوميو أبري процесс أبرخ يخن حوا ويمريزام ويعام تجس تخوب ويتخو يتجرا صوب عام تمسرا وزمخا وبرامي حبر تحوبس أتقول عشاء أهم زرادة بسخو حمزة إسبام جزر وياشوميو ويحرا هايفلر интерес в чем мед, Указом президента Аслана Джаня заместитель министра иностранных дел Иракли Тужба освобожден от исполнения обязанностей главы внешнеполитического ведомства Абхазии. Исполнение обязанностей министра иностранных дел возложено на другого заместителя Одиссея Бигвава. Аслан Джаня поздравил начальника погрануправления ФСБ России в Абхазии Андрея Кудимова и личный состав погрануправления с Днем пограничника. История знает множество примеров мужества, героизма и несгибаемой воли пограничников, которые всегда были и остаются верными своему долгу. Сотрудники пограничного управления ФСБ России в тесном взаимодействии с абхазскими коллегами обеспечивают мир и безопасность в нашей республике, говорится в поздравлении. К другим новостям. Армия – это школа мужества, где в первую очередь учат постоять за себя, за свою родину, родных и близких. Служба в войсках помогает юношам развивать выносливость и силу воли. Об этом на абхазском телевидении новая рубрика Министерства обороны, где ветераны и военнослужащие говорят о важности армейской службы для каждого мужчины и гражданина и призывают молодых людей не уклоняться от службы в армии. Путь от рядового до генерала, от бойца до заместителя министра обороны. Вот это моя такая вот военная карьера. Она начиналась в советский период времени. Я был призван в советскую армию. Это такое было решение, значит, семейное, вот, решение мое и отец мой, ныне покойный, значит, кстати, офицер советской армии, способствовали принятию этого решения. Я отслужил в советской армии 2 года и приобрел, на мой взгляд, очень важные военные специальности. 2 специальности – это радиомеханик и оператор радиолокационных станций. Те навыки, которые я приобрел в советской армии, позволили мне и тем, кто формировал на этот период времени военные структуры нашего Восточного фронта, позволили мне быть достаточно, на мой взгляд, эффективным во время войны. Почему? Потому что у меня была соответствующая подготовка. Мир
который мы сумели сохранить на протяжении более 30 лет, его нужно удержать. Мне уже 60. И я хочу этих молодых ребят, которых сегодня в соответствии с законом будут призывать, пусть они подумают, чем мы занимались. То есть мы обеспечили их спокойную, мирную жизнь. Теперь я должен быть в них уверен, что моя старость точно так же будет обеспечена спокойно, мирно. Я возлагаю на них надежды. Они будут призваны, они будут учиться, они будут расти, получать соответствующие военные квалификации. В своем окружении я не знаю тех родителей, которые способствовали бы тому, чтобы их дети уклонялись от военной службы. Основная масса моих близких, друзей, товарищей, это, как правило, там, военные, значит, люди, наделенные определенным каким-то, значит, государственными, значит, полномочиями. Как правило, они все, значит, служат. Но, возможно, есть родители, которые сомневаются, стоит ли своего сына посылать, значит, на военную службу. Заверяю вас, отправляйте, и вы не ошибетесь. Ваши дети получат, значит, очень важное образование. Это военное образование. Это навыки защищаться, защищать себя, свою семью, свою родину. Это очень важный момент. Гаусский районный суд оправдал подсудимых бывших сотрудников Гаусского РОВД Альберта Заракуа и Вианора Абшилава, которые обвинялись в причинении тяжкого вреда здоровью задержанному, а также превышении служебным положением, сообщается на сайте Генпрокуратуры Республики Абхазия. Суд признал их право на реабилитацию и осудил к штрафу в размере 50 тысяч рублей в доход государства. Также суд запретил им занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год. Подсудимые освобождены из-под стражи в зале суда. Младший лейтенант милиции Давид Кюкискири, участвовавший в избиении гражданина Карабая, находится в розыске. С начала текущего года были заблокированы расчетные счета 745 организаций индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Михаил Габелия. От результата нашей деятельности зависит своевременное выполнение государством социальных обязательств, подчеркнул министр. Основная задача Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия – это контроль за соблюдением налогового законодательства Республики Абхазия. А какими полномочиями обладает ведомство в части контроля деятельности благотворительных и некоммерческих организаций? Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия является центральным органом государственной власти, уполномоченным в сфере налогов и других обязательных платежей. При этом законы Республики Абхазия о благотворительной деятельности и о некоммерческих организациях устанавливают дополнительные обязанности по контролю со стороны налоговых органов по выполнению уставной деятельности, квалификации фактической деятельности на коммерческую и некоммерческую. Расскажите, пожалуйста, о проверке, которая была не так давно проведена в отношении общественной благотворительной организации ЦГП. Усматривает ли налоговая признаки предпринимательской деятельности в работе ЦГП? Что послужило основанием для закрытия расчетного счета? В отношении Центра гуманитарных программ была проведена комплексная документальная налоговая проверка в соответствии с утвержденным порядком, в ходе которой признаки предпринимательской деятельности выявлены не были. Однако данная организация заключала договора оказания услуг со своими работниками на регулярной основе, за что и выплачивали им гонорары. Согласно статье 1 Закона о благотворительной деятельности, благотворительной деятельностью не является деятельность, ведущая в коммерческих интересах какого-либо физического или юридического лица. В частности, в ходе проверки установлено, что у Центра гуманитарных программ оборот денежных средств за проверяемый период составил свыше 50 миллионов рублей, 65% из которых было выдано в качестве заработной платы и гонораров физическим лицам, что в суммарном выражении составляет свыше 37 миллионов рублей, из которых всего лишь 10 граждан
получили 17 миллионов рублей. Это стало основанием для вынесения решений о проведении налоговых проверок в отношении физических лиц. Кроме того, некоторые из этих же работников зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, в связи с чем у Центра гуманитарных программ были запрошены копии договоров оказания услуг для проведения соответствующего анализа и определения, связаны ли их доходы с предпринимательской деятельностью. В запрашиваемые сроки указанные договора представлены не были. Именно в связи с отказом предоставить запрашиваемые документы налоговая приняла решение о приостановке операций по расчетным счетам Центра гуманитарных программ. При этом хочу отметить, что в рамках текущей деятельности Министерства по налогам и сборам с начала текущего года заблокированы расчетные счета 745 организаций и индивидуальных предпринимателей. Следует обратить внимание, что согласно закону о благотворительной деятельности, благотворительные организации обязаны публиковать в открытой печати, иметь в свободном доступе и предъявлять по первому требованию ежегодные отчеты о своей уставной и финансовой деятельности. Необходимо отметить также, что Закон Республики Абхазия о подоходном налоге с физических лиц и индивидуальных предпринимателей, физические лица, получающие регулярные доходы, не связанные с трудовой деятельностью, по месту основной работы, обязаны предоставить в налоговые органы по месту своего жительства декларацию о фактически полученных в истекшем году доходах. Данная обязанность со стороны физических лиц игнорируется. Связано ли данное мероприятие со стороны налоговой с политическими процессами, происходящими в Республике Абхазия? Система налогового администрирования в налоговых органах сформировалась обособленно от политических процессов в Республике Абхазия. Наша задача – это пополнение бюджета. От результатов нашей деятельности зависит своевременность выполнения государством социальных обязательств. Это зарплаты бюджетников, учителей, врачей, пенсии и пособия. Я хотел бы предостеречь всех, кто высказывается на этот счет. Не стоит увязывать контроль финансово-хозяйственной деятельности отдельных лиц с их политическими взглядами. Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия – это фискальный орган, а не орган политического воздействия. Сотрудниками группы уголовного розыска КПМ Мюссера изъято наркотическое средство. По данному факту жителю города Учимчира вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Учимчира 1988 года рождения Тарба Виталию Тамазовичу вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьей 223 Уголовного кодекса Республики Абхазия. В ходе личного досмотра последнего сотрудниками группы уголовного розыска КПМ Мюссера обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с наркотическим средством мефедрон, что установлено в результате исследования экспертами ЭКЦ МВД Республики Абхазия. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит группа дознания отдела внутренних дел по Гудаутскому району. Гражданин Тарба на время предварительного расследования отпущен под подписку о невыезде. Министр здравоохранения Эдуард Будба проинспектировал медицинские учреждения Гагарского и Гудаутского районов в преддверии курортного сезона, сообщается на сайте Минздрава. Главврач Гудаутской ЦРБ Хаджарат Шамба доложил, что за летний курортный сезон прошлого года в медучреждение обратилось более 2000 туристов, 1000 из которых дети. Глава Минздрава посетил главные районные медицинские учреждения Гагры. На положении дел в больнице Эдуарда Будба проинформировала главный врач Индира Арсалия. Она рассказала о проводимых ремонтных работах, планах по усилению материально-технической базы больницы. Все работы ведутся за счет местного районного бюджета. Как доложила главврач, за прошлый год в учреждение обратилось более 60 тысяч человек, 12 тысяч из которых иностранные граждане. Особый наплыв пациентов наблюдается в пору летних каникул и отпусков, отметила Индира Арсалия. В ходе поездки Эдуард Будба также встретился с главврачом Пицунской городской больницы Савелием Сиритиди. Он рассказал министру о том, что медучреждение
учреждения круглогодично. Посещают как местные граждане, так и туристы из близлежащих крупных домов отдыха. Так, за прошлый год в горбольницу Пицунды обратилось более 22 тысяч граждан. Около 40% из них – туристы. Министр поручил руководству больницы провести ревизию медикаментов и подготовить отчет о кадровом составе медучреждения в ожидании роста турпотока, пик которого традиционно приходится на июль, август и сентябрь. В Сухуме проводится обработка химикатами элитных пальм. На данном этапе обрабатываются только элитные крупномерные пальмы, сказала корреспонденту Апснепресс заместитель директора департамента ЖКХ администрации Сухума Елена Отепина. Сейчас, по ее словам, важно сохранить элитные пальмы, которые были высажены много лет назад. Некоторым растениям до 120 лет в Сухуме растет более 1500 крупномерных и элитных пальм. Отепина предупредила, что запрещено использовать пальмовые ветви для покрытия различных пляжных построек, так как это может привести к распространению личинок долгоносика. Мудрость – это ум, настоянный на совести. Известная фраза именитого абхазского и русского писателя Фазиля Искандера. Цитаты произведения именно персонажей Фазиля Абдуловича звучали в Национальной библиотеке имени Папаскир. К 95-летию выдающегося писателя абхазские школьники в своих сценках показали жизнь, которая царила в рассказах Искандера, живую и добрую. О том, как в Абхазии берегут память о любимом писателе, репортаж Ульяны Рожковой. В этом году писателю и нашему соотечественнику, чья жизнь и творчество тесно связаны с Абхазией, исполнилось бы 95 лет. Герои его книг – простые труженики, веселые, гордые люди. Сам классик называл себя русским писателем, воспевавшим Абхазию. Его произведения переведены на 20 языков и известны по всему миру. Фазиля Искандера любят в нашей стране. В честь него назван Государственный русский театр драмы. На его творчестве воспитывают детей и учат студентов. Сегодня это будут демонстрировать. Я, правда, сам не вникал в сценарный план, но раз заведующий отделом Диана Расимовна Гули решила сделать такой итог, я думаю, сегодня нас ждет много сюрпризов. Но, сами знаете, школа сейчас уже на каникулах. Но можете вы представить, они не хотят, понимаете, вот уйти навсегда на каникул, на все лето. Все-таки они связаны с библиотекой, будут приходить. И сегодня мы увидим, услышат другие их сверстники. Мне кажется, это будет служить поводу повышения количества читателей. Все произведения Фазиля Искандера собраны в отделе абхазской национальной литературы, которые пользуются большим спросом у читателей. Его читают студенты, школьники, а также гости нашей страны. Его книги настолько зачитаны, что требуют обновления. Последний звонок уже прозвенел, но школьники не перестают удивлять своим рвением и любовью к литературе. В стенах библиотеки зрители мероприятия окунулись в жизнь из рассказов Фазиля Искандера. В тот самый дворик Мухуса, где царила добрая дружеская атмосфера. Участники мероприятия, сами школьники, признаются, что с удовольствием читают писателя и любят его произведения. Я отношусь на самом деле с огромной любовью к его творчеству, к самому Фазилю Искандеру. Изначально я им не так интересовалась, как когда поучаствовала в этом мероприятии. Я веду данное мероприятие, я ведущая большую часть сегодняшнего мероприятия. И мы это показываем уже, пожалуй, раз третий где-то в школе и не только. И на самом деле это заставило меня поинтересоваться, больше узнать, почитать. Я в восторге. В плане воспитания подрастающего поколения и приобщения молодежи к литературе такие мероприятия очень важны, ведь можно смело сказать, что произведения Фазиля Искандера понятны и интересны всем, как молодому, так и взрослому поколению. Его рассказы все так же остаются в списке литературы у молодежи и занимают отдельное место в сердце каждого, кто когда-нибудь читал его рассказы. Ульяна Рожкова, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Горожане, запаситесь водой. В связи с ремонтными работами на улицах Гуместинская и Чалмаз 29 мая будет прекращена подача воды с 0 часов до 20 часов в районах Сухума, Новый район, Старый поселок, Колос, улица Эшба. Об этом сообщает водоканал. Выпуск завершаем приятной новостью о достижениях наших спортсменов. Абхазские борцы завоевали награды в международном турнире по вольной борьбе памяти Теймураза и Бориса Савлоховых. Соревнования прошли с 25 по 28 мая в Северной Осетии, собрав ведущих спортсменов разных стран. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 29 мая на территории Абхазии ожидается переменная облачность, местами в полдень возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 12-17, днем 18-23 градуса, температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.